всем модницам и умелицам! Это программа «Зеркальце». Меня зовут Альфия, а вместе со мной сегодня Адель. Привет, привет! Наша программа уже не раз подкидывала идею, как сделать оригинальную сумочку. Наша сумка оказалась, несмотря на то, что очень объемная, очень легкая и вместительная. И плюс к этому она еще не промокаемая. У нас получились замечательные веселые сумки. А вам самим понравилось? Да. Дополним сумчатую коллекцию еще одной эксклюзивной моделью. Только главный герой сегодня не редикюль, не клатч и не сумка, а ее дизайн. Украшаем сумку огурцами. Может, лучше их в салат? Огурцы с грядки положим в салат, а сумку украсим восточным узором индийский огурец. Индийский огурец? Восточный, турецкий, японский огурец, персидский кипарис, турецкий боб, индийский пальмовый лист, пейсли – все это название никогда не выходящего из моды восточного узора в форме капли. До сих пор точно никто не знает, где и когда он появился. Большинство ученых считают, что в Персии или в Индии. Еще есть мнение, что огурец пришел к нам из Древнего Египта. Там он символизировал колос, знак вечной жизни. Сейчас все сама увидишь. Давай начнем. Давай. Для начала нарисуем эскиз в виде листочков. На, Адель, ты попробуй. Ну все, достаточно. Наш пейслийский узор готов. С огурцами и листьями все понятно, но откуда название пейслийский? Когда-то Великобритания владела индийской землей. Индию называли английской колонией. Подданные Великобритании заметили их необычный народный узор и решили перенять. 200 лет назад в шотландском городе Пейсли стали производить ткань с таким рисунком и продавать ее в Европе. Отсюда название «Пейслийский узор», а огурцами его назвали в России. У нас этот рисунок впервые появился на павловских платках. На эскиз наложим ткань. Мы используем обычный креп. Берем краски. Лучше использовать акриловые краски или же специальные краски для ткани. Берем кисточку, воду и копируем на ткань. Каких только значений не приписано этому узору. Говорят, в Индии он символизирует процветание, в Месопотамии считали, что он похож на ростки финика, символа вечно возрождающейся жизни. Иногда восточный огурец сравнивают с пальмовым листком или листком кипариса, поэтому их называют персидский кипарис. Кроме разных листочных версий, есть еще мнение, что пейслийский узор напоминает бутоны хлопка, плоды или семена манго.
древности персидский народ поклонялся огню. По одной из легенд, наш восточный огурец был придуман уже тогда и символизировал как раз язычок пламени. Сегодня его можно увидеть на гербе Баку, города негаснущих огней на берегу моря. Наши огурцы готовы. Как только они подсохнут, мы сошьем сумочку. А пока, чтобы не терять время зря, мы посмотрим идею новой прически. Ну все, сумочку мы дошили. Кстати, есть еще одна древняя легенда о происхождении пейслийского узора. Рассказывают, что этот рисунок повторяет подпись древнего царя Персии. В ходе жестокой войны он вынужден был сдаться врагам и был настолько огорчен своим поражением, что порезал себе руку и приложил к документу. Так он расписался в том, что сдается врагам. С тех пор форму кровавой подписи стали изображать на всех коврах в знак памяти о храбром правителе. Вот такая сумочка, вот такие огурцы. Восточным модницам бы понравилось. Это точно. Девчонки, попробуйте тоже украсить что-нибудь пейслийским узором. Или найдите другой интересный рисунок. А вообще-то его можно придумать и самой. Главное – творить. До скорой встречи! Пока-пока!